Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе ознакомился с состоянием дорог и школ. Президент совершил рабочую поездку в несколько сел Галского района. О женевских дискуссиях и Институте культуры пресс-конференция в МИД Абхазии. Саранча в субтропиках не распространится. Мнение экологов. Актуальный репортаж программы. Президент совершил рабочую поездку в несколько сел Галского района. Рауля Хаджимба сопровождали министр внутренних дел Леонид Запшба и глава Галской администрации Тимур Надарая. На репортаже Ренаты Шакая. Дорогой жизни прозвали жители Гальского района новую асфальтированную дорогу, которая ведет в села нижней зоны Гальского района. Если раньше по ней сельчане с трудом добирались до центра города, то сейчас буквально за считанные минуты. Глава государства осмотрел новую дорогу в нескольких селах. Затем Рауль Хаджимба посетил военную часть погрануправления ФСБ России в Абхазии, в селе Печора. Здесь же прошла встреча главы государства с общественностью. Рауль Хаджимба – первый из руководителей страны, кто за долгие послевоенные годы посетил село Печора и встретился с сельчанами. Состоялся откровенный разговор. Глава государства ответил на интересующие сельчан вопросы. Встреча проходила в одной из школ, которая сегодня нуждается в ремонте. Президент заверил жителей, что школе будет оказана посильная помощь. Сделано, вы сами видите, немало. И дороги, которые сегодня имеются, и это возможность быстрее добраться до Гала, добраться до остальных частей Абхазии, до того же моста. Мы говорили о том, что все-таки все те переходы, которые имеют место, будут закрываться. Нам нужно сделать так, чтобы дисциплина была на одном переходе, и достаточно серьезная, значимая дисциплина, потому что те большие объемы тех же грузов, которые переходят и отсюда, и оттуда сюда, должны быть контролируемы. И другого просто выхода нет. Буквально несколько месяцев назад в селе Таглан Гальского района был демонтирован один из мостов через реку Ингур. По словам главы администрации Гальского района Тимура Надарая, этот мост был в аварийном состоянии. И люди, которые переходили его, реально подвергали свою жизнь опасности. Теперь, после того, как сделана дорога, до КПП Ингур можно добраться без проблем. Глава администрации заверил, что в ближайшее время по селам будет ходить автобус. Сегодня эта дорога дает возможность скорой помощи приехать, сотрудникам милиции приехать, быстро отреагировать, всем остальным службам, которые здесь находятся. Эта дорога жизни стала. Если мы хотим связь с Абхазией иметь, если мы автобус скоро мы пустим, я президенту обещаю, мы за счет своих средств района купим городской автобус, который по этой хорошей дороге будет курсировать на Ингур. Кто хочет туда поехать. Рауль Хаджимба также осмотрел водохранилище и новую дорогу, которая ведет к перепадной Ингур ГЭС ГАЛ-1. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба подписал указы о награждении государственными наградами за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Орденом Леона награждены 43 человека, 5 из них посмертно. За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, медалью за отвагу награждены 145 человек, 17 из них посмертно. Распоряжением президента Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения народного поэта Абхазии, кавалера ордена Ахтапша первой степени, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулия, академика Баграта Шинкуба. Комиссия, которую возглавляет премьер-министр Артур Миквабия, поручено представить в срок до 1 сентября план проведения юбилейных мероприятий. Также распоряжением президента Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося ученого, государственного деятеля, кавалера ордена Ахтапша первой степени Юрия Воронова. Комиссии под руководством первого вице-премьера Шамиля Адзенба поручено представить в срок до 1 сентября план проведения юбилейных мероприятий. В Министерстве иностранных дел прошла пресс-конференция Вячеслава Чирикба и Кана Таня. Министр и его первый заместитель рассказали журналистам об итогах рабочей поездки абхазской делегации в Швейцарию на 36-й раунд женевских дискуссий и в столицу Италии Рим, где открылся Абхазский институт культуры. Амра Амичба с подробностями.
Работа в рамках женевских дискуссий всегда ведется в двух группах – по безопасности и гуманитарным вопросам. В повестке дня 36-го раунда встреч доминировали два вопроса, рассказал министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Первый касался принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции, предложенной Грузии, в которой содержался призыв к возвращению беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Грузия уже который год представляет резолюцию на суд Генеральной Ассамблеи. В первом году страны Евросоюза воздержались от голосования, а уже в следующие годы все-таки стали голосовать за эту резолюцию. И для Грузии это стало некоторым таким спортивным мероприятием, сколько стран примкнут на следующий год, в следующий раз к этой резолюции. В этот раз у них их улов – это одна страна. Общее число тех, кто проголосовал против резолюции, и тех, кто воздержался, оно больше, чем число стран, проголосовавших за эту резолюцию. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что пока еще даже половина Генеральной Ассамблеи не поддерживает эту резолюцию. Министерство иностранных дел Абхазии ведет работу по информированию делегаций Генассамблеи, которым рассылают аргументированные письма с изложением позиции нашей страны по вопросу так называемых беженцев. Эти письма затем, благодаря делегации из России, распространяются как официальный документ на Генассамблее. О возможности самим представить свою позицию по ситуации с беженцами у абхазской делегации нет, так как США регулярно отказывает в выдаче виз, подчеркнул Вячеслав Чирикба. Из-за того, что Грузия ставит вопрос беженцев на Генассамблее, Абхазия категорически отказывается обсуждать его в рамках женевских дискуссий. Представители Абхазии, Южной Осетии и России покидают встречу, когда грузины затрагивают эту тему. На 36-м раунде женевских дискуссий второй главной темой стал инцидент на абхазо-грузинской границе в мае 2016 года, в результате которого погиб гражданин Грузии. Чирикба отметил, что, сообщая об этом, грузинская сторона не удержалась от пропагандистской манеры подачи информации с элементами шоу, что не соответствовало серьезности инцидента. И мы об этом сказали, что давайте отделим обсуждение инцидента от пропаганды. Если вы хотите заниматься пропагандой, то, пожалуйста, мы в этом принимать участие не будем. Тем не менее, мы обсуждали этот инцидент. И я думаю, что нынешняя встреча, которая будет в Галле 6 июля, в рамках МПРИ, механизма по предотвращению инцидентов, где будут встречаться абхазские представители и грузинские представители, под эгидой, фасилитатор будет ООН. Я думаю, надеюсь, что будет уже обмен документами, которые бы помогли бы следствию по этому делу. Министр иностранных дел сообщил, что так как грузинская сторона активно занимается раскручиванием инцидента, абхазская делегация раздала на встрече список из 25 убитых грузинскими спецслужбами граждан Абхазии на приграничной территории с 1992 по 2012 годы. Задан вопрос, по этим убийствам были ли возбуждены уголовные дела в Грузии по этим внесудебным ликвидациям? Конечно, было гробовое молчание в ответ, но мы готовимся на следующий раунд собрать досье. Это только 25 человек, это только лишь часть тех, кто погибли, их больше. Мы готовим досье по каждому случаю убийства наших людей в Гальском районе за последние с 99 года. И представим их в качестве обсуждения в Женеве. Разошлем также их в Amnesty International, в International Alert, в европейские структуры, в посольства и другие организации. Потому что эти преступления не имеют срока давности, и преступники должны понести наказание, какой бы ранг они ни имели в структуре грузинской государственности. Интересным фактом назвал Вячеслав Чирикба разнящиеся данные отчетов Грузии и Европейской миссии наблюдателей и ООН о состоянии прав человека в Абхазии и Южной Осетии. И в оценках делегации ООН о устойчивой тенденции к стабилизации ситуации, к улучшению ситуации с безопасностью, и оценка Грузии, где пишет о том, что ситуация ухудшается каждый раз. Происходит дальнейшее ухудшение ее. Я тоже задал вопрос грузинской делегации, как все-таки объяснить разрыв в оценках. Все-таки официальная миссия Евросоюза говорит о том, что ситуация улучшается безопасностью, а вы говорите, что она ухудшается. Ответа не было, конечно. На пресс-конференции также затрагивалась тема открытия в Италии Абхазского института культуры имени Дмитрия Гуля. Об этом знаменательном событии рассказал первый заместитель министра иностранных дел Кан Таня.
17 июня, опять-таки благодаря Ассоциации Европа-Абхазия, которая является для нас правовой базой в Италии для осуществления наших инициатив, делегация МИД Абхазии во главе с министром иностранных дел Вячеславом Андреевичем Чирикбо открыла первый в Италии и за рубежами Абхазии Абхазский институт культуры имени Дмитрия Гулия. Главной целью института является популяризация истории, культуры, искусства и традиций абхазского народа. На открытии Абхазского института культуры имени Дмитрия Гулия, презентации газеты «Абхазия сегодня» и инаугурации офиса Ассоциации Европа-Абхазия присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Италии и в Ватикане. Это вообще очень важно, когда наши коллеги из стран, признавших Абхазию, присоединяются к нашим зарубежным мероприятиям, потому что там происходит обмен мнениями, новые знакомства, а также открываются новые перспективы для сотрудничества. При этом в институте будет издаваться ежеквартальная газета «Абхазия сегодня» на 4 языках – абхазском, итальянском, русском и английском. С помощью нее мы сможем распространять информацию о событиях, происходящих в Абхазии, таким образом сбалансировав то количество дезинформации, которое присутствует в странах, в Европе вообще в целом, со стороны Грузии. Вячеслав Чирикбо отметил, что открытие в Италии Абхазского института поможет Абхазии утвердиться в культурном пространстве Европы, так как культура является той силой, которая открывает многие двери. Амрамич Батимур Гугохия, Абхазское телевидение. Впервые в Абхазии была зафиксирована марокканская саранча. Неделю назад ее обнаружили в Лазаревском, затем в Хосте и спустя несколько дней уже в Адлере. А накануне наши абхазские инспекторы, которые проводят мониторинг абхазо-российской границы, обнаружили на абхазской стороне прямо на границе возле пропускного пункта много молодых особей. Есть ли повод бить тревогу и не повторится ли аналогичная огневке ситуация? С этим вопросом мы обратились в Госкомитет по экологии. Марокканская саранча опасна тем, что летает стаями, буквально уничтожая все на своем пути, особенно злаковые. Здоровью человека они не могут нанести вреда, но ущерб сельхознасаждениям от них может быть колоссальный. С марокканской саранчой очень сложно бороться, говорят специалисты, но тем не менее необходимо обрабатывать очаги специальными препаратами, так как главная опасность вредителя в том, что он откладывает личинки на завоеванной территории. По последней информации, марокканская саранча уже встречается отдельными особями на западной границе и перемещается в нашу сторону, но ее появление в Абхазии у ученых тревогу не вызывает. С саранчой там ситуация подконтрольна, но мы пока ведем только мониторинг. Уже на протяжении недели ведутся мониторинг на границе. Затем по консультации с сочинскими коллегами выяснилось, что эта стая саранчи продвигается с севера, с Лазаревска, там, на Туапсе. Ну, сейчас уже постепенно это перемещается к территории Сочи, Адлерского района, вот скажем так. Чтобы говорить, огромные стаи этой саранчи проникла на территорию Абхазии, пока говорить не можем. Помимо вреда сельхозугодиям есть и некая польза от возможного нашествия саранчи. Во-первых, это ресурс для многих птиц и насекомоядных животных, и как только она здесь появится, то станет активно ими употребляться. С другой стороны, для нее это нехарактерная климатическая зона, слишком влажная. Кроме того, значительная часть территории Абхазии лесистая, а марокканская саранча – насекомая аридных зон и открытых степных ландшафтов. Даже если она здесь и будет присутствовать в каком-то количестве, существенной опасности нам представлять не будет, считает Читанава. Надо сказать, саранча-то не характерна для нас. Вы можете сказать, огневка тоже была не характерна, но вдруг появилась. Вот чтобы исключить вот эти вот возможные моменты, если верить сочинским коллегам, то это стая саранчи как бы заблудшая и залетевшая не характерный для себя регион. И если это так, то возможно, это не принесет нам больших жертв, что ли, скажем так, да, для угрозы не представляет пока на сегодняшний день.
Крупномасштабной обработки территории против этого вредителя в наших условиях нет необходимости планировать, уверен Савелий Читанава. О перемещении марокканской саранчи на российской стороне абхазские экологи узнают от своих коллег. Контакты с коллегами из России дают нашим экологам представление о том, что происходит и какими темпами перемещается марокканская саранча. Говоря о ситуации, связанной с самшитовой огневкой, Читанава отметил, что поврежденный самшит сейчас находится на стадии вегетации после нескольких этапов восстановления, а излишняя активность бабочек и огневок в ущелье реки Бзыбь не повод для паники. Это очередная стадия развития огневки. Это обычная очередная стадия развития огневки. Вот сейчас во время лета бабочки откладывают яйца, и яйца через 7-10 дней из яиц будут вылупляться гусенички, которые будут активно поедать зеленую листву самшита. Задача какая стоит перед нами? После того, как вылупятся огневки гусенички, необходимо очередной этап, уже по счету это будет второй этап, очередной этап обработки самшитовых насаждений препаратом Демилейн. В ущелье реки Бзыб, там, где были, казалось бы, визуально высохший самшит, начинается активная вегетация. Это говорит о том, что самшит не погиб, самшит жив. Сейчас задача, которая стоит перед нами, это не допустить второго поедания листвы. Читанава также отметил, что массовое появление в Западном Закавказье марокканской саранчи регистрируется впервые. Причиной этого явления ученые называют глобальное изменение климата. В Абхазском государственном университете началась международная научная конференция «История русской философии» к 180-летию выхода первого философского письма Петра Чаадаева, которое было опубликовано в 1836 году в журнале «Телескоп». В письмах анализируются философские и исторические проблемы, проблема развития русского общества. В конференции принимают участие ученые из России, студенты АГУ. Открыл ее заведующий кафедрой философии и культурологии АГУ, кандидат философских наук, доцент Иван Тарба. В своем выступлении отметил, что подобные конференции проходят не только в Абхазии и России, но и в других странах. Обзоры представляемых материалов будут опубликованы в журнале «Вопросы философии» Российской академии наук. Участники конференции в своих докладах отмечали большой вклад Чаадаева в развитие русской философии. Конференция будет проходить 3 дня, на ней будут обсуждаться различные философские направления. Тематика объединяет Россию и Абхазию, и участвуют как российские философы, так и абхазские философы, и это радует, что мы можем объединиться на этой почве. Тема очень значимая дата публикации первого философического письма нашего выдающегося мыслителя Чаадаева. Вот приехали гости из Москвы и подготовили выступление абхазские коллеги. Это одна из знаменитых фигур, одно из самых ярких имен в истории русской философии, и не только в Абхазии, но и во всем мире интерес к этому имени. Проводятся сейчас конференции в разных странах мира, в том числе в Польше. В ЦИК Абхазии прошел брифинг для журналистов. О том, как идет процесс подготовки к референдуму, назначенному президентом на 10 июля, сообщил председатель ЦИК Батал Табагуа. По его словам, в ЦИК на очередном совещании обсуждали работу окружных и участковых избирательных комиссий. В числе прочих, на совещании членов ЦИК рассматривался вопрос об открытии избирательных участков за пределами страны, в частности в Москве и Черкесске. Как сообщил председатель ЦИК, голосование в этих городах, как и вообще за пределами Абхазии, проходить не будет. Бюллетени все отпечатаны, выданы окружным комиссиям. Мы технически только помогли окружным комиссиям распечатать. Окружные комиссии выдали участковым комиссиям в соответствии с законом. И на хранение оставили в Центральной избирательной комиссии. За день до проведения референдума окружные комиссии их заберут и раздадут участковым комиссиям. То есть все соблюдено в соответствии с законом. Скворчавский районный родильный дом с подарками посетили представители Международного фонда АПСНА. С какими, расскажет Астан Дотруба. Мы находимся
находимся в Тхуарчальском районном родильном доме. Он функционирует с 1953 года. С тех пор здесь не проводили капитальный ремонт. Сегодня в Тхуарчальском роддоме праздник. Представители Международного фонда уже не первый раз приезжают в Тхуарчал с благотворительными целями. На этот раз, чтобы обустроить единственный в Тхуарчальском районе родильный дом. Они привезли холодильник, стиральную машину, обогреватель и необходимые предметы гигиены на 6 месяцев. Президент общественной организации Международный фонд Апсны Синер Гогуа рассказал, что выбор именно на это отделение пал случайно. Во время посещения реабилитационного центра Тхуарчала он увидел, в каком состоянии находится роддом. Мы понимаем, Тхуарчал, какие были проблемы во время войны, и после войны, и сегодняшний день. Но для того, чтобы бытовая техника некоторые проблемы моментально решить, не обязательно нужна госпрограмма. Все-таки в нашем городе Тхуарчал, в этом прекрасном городе, есть настоящие патриоты, которые имеют возможность одного холодильника или одного стиральной машины купить. Не надо ждать все время от президента, от правительства, все, что надо сделать. Это само собой государственная программа продолжается. И, как я знаю, в ближайшее время здесь капитальный ремонт, капитальное строительство начинается. Но как граждане, которые есть возможность, мы тоже должны быть всегда своим народом. Заведующая родильным отделением Элисо Кварчия много лет проработала в родном городе. Она признается, что приезд представителей фонда Апсны стал для них приятной неожиданностью. Большое спасибо Международному фонду Апсны, всей команде господина Гогуа, всем бизнесменам, которые поучаствовали. И знаете, я ласкательно сейчас его называю Санта-Клаусом нашим. Потому что такие подарки в виде нового холодильника, новой стиральной машины мы только в мечтах. У нас было такое. Я думаю, учитывая все это, мы одну колыбельку сохраним. Восточной Абхазии нашей. Тхуарчальский роддом всегда славился своим высококвалифицированным медперсоналом. На сегодняшний день здесь работает 20 врачей, в их числе молодые педиатры, которые регулярно приезжают из столицы. Несмотря на отсутствие современной техники и оборудования, акушеры всегда готовы принять рожениц со всего района. Астанда Оторба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с ремонтно-профилактическими работами на Очимчира 220 с 29 июня по 2 июля с 4 до 7 утра ежедневно будут обесточены все потребители электроэнергии в Гудаутском, кроме города Новый Афон, и Гагарском районах. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 22-24, днем 29-31 градус, температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.